Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Развитию энергетического комплекса Абхазии посвящалось рабочее совещание, которое провели в Сухуми Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Представительство дирекции движения Всемирного фестиваля молодежи открыли в Абхазии. В Сухуми открыли профессиональную полосу препятствий, созданную при поддержке правительства Абхазии и российских общественных организаций. Актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Стороны отметили успешную реализацию ряда совместных проектов в различных сферах и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и реализации новых совместных проектов. Буквально накануне у нас была возможность посетить ряд мероприятий. Хотел бы отметить мероприятия, которые мы посетили в селе Мук. Считаю, что важно развитие вообще в целом Восточной Абхазии. Такого рода события, конечно же, создадут условия для развития в целом нашей туристической индустрии. Мы вчера прошлись по набережной, реконструкция уже началась. И мы видим, что это очень масштабное мероприятие. Договаривались, что одной из целей совместной деятельности является максимальное увеличение такой самодостаточности экономики Абхазии. Да? Потому что и в интересах Абхазии, и в интересах России, чтобы экономика Абхазии максимально обеспечивала необходимые доходы бюджета, обеспечивала нормальную жизнь людей, социальную защиту, развитие инфраструктуры, инвестиции в новые проекты. Тяжелая задача, непростая, но вы знаете, даже вот за эти полгода видно, что доходы бюджета выросли почти на 30%. И отдельно, Бадр Заробович, хочу сказать спасибо, помимо всех этих наших вопросов, знаете, все равно человеческие судьбы, особенно для детей, это всегда самая важная история. Я вам хочу сказать большое спасибо и всему народу Абхазии за прием ребятишек из наших прифронтовых территорий. Развитию энергетического комплекса Абхазии посвящалось рабочее совещание, которое провели в Сухуми Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Во встрече также участвовали премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Дженсух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, заместитель министра энергетики России Евгений Горобчак и генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия. Обсуждались ключевые меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения Абхазии. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, направленных на повышение надежности и эффективности энергетической системы республики. Российская Федерация продолжает поддержку Абхазии в этой сфере. Указом президента России Владимира Путина Батал Бигвава, боец батальона «Пятнашка», героически погибший в зоне проведения спецоперации, награжден орденом мужества. Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко возложили цветы к могиле воина. Батал Бигвава сражался на разных направлениях – в Авдеевке, в Часовом Яре, в Курской области и других. Ранения не останавливали его, и он возвращался на фронт. Сергей Кириенко на церемонии вручил орден мужества семье героя. Для нас имя Батала и многих других, кто сложил свои головы за справедливость, являются героями. Они продолжатели и потомки людей, которых всегда боролись за справедливость. Потеря Батала Джонича Бигвава – это потеря не только для абхазского народа, это большая потеря для всей России. Вместе с легендарной интернациональной бригадой «Пятнашка», которая во многом создана
героическими сынами абхазского народа. Батал Джоневич прошел ключевые битвы на Донбассе, Авдеевка и целый ряд таких легендарных сражений, в которых решалась судьба Донбасса. Он встал на защиту жителей Курской области, спасал мирных жителей, даже прикрывал собой ценой ранений, собственного здоровья. Батал Джоневич настоящий герой, герой и Абхазии, герой России. Память о нем навсегда останется в сердцах россиян. Указом президента России Владимира Владимировича Путина Батал Джоневич Бигвала награжден орденом мужества. Для меня большая честь вручить сегодня этот орден семье героя. Вот что остается для нас, родных, это память. И мы все понимали и понимаем, что это не просто так. Спасибо за ваше внимание. В Сухуме торжественно открыли представительство дирекции движения Всемирного фестиваля молодежи. В рамках мероприятия также состоялось подписание соглашения между Абхазским госуниверситетом и ДВФМ. Они будут поддерживать молодежные общественные объединения и содействовать в вопросах международного молодежного сотрудничества. Гугуца Вардани расскажет подробности. Начнем будущее вместе. В столице открылось представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи, где можно проявлять и приумножать свои таланты. На открытие прибыли президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Встречают высоких гостей песнями и танцами студенты Абхазского государственного университета, напротив которого и расположилось представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов рассказывает президенту Абхазии и первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации о том, как будет работать представительство. Мы хотели в одном сделать стиле, но наши коллеги, ребята, студенты нам сказали, что, друзья, будет так и никак иначе. Поэтому мы здесь спорить не могли. Поэтому вот ребята, да, они разбили на несколько зон. Потому что первая зона — это такая некая коворкинг пространство. Здесь ребята и настольные игры играют, и обсуждают разные истории, да, разные проекты. Вот здесь как раз, которые посмотрели, это такое вот фактически некое пространство, где мастер-классы, образовательные мероприятия проводятся. У нас сегодня уже были коллеги из Российского общества знания. То есть, да, информационно-просветительская работа коллегами большая проводится. Деятельность дирекции Всемирного фестиваля молодежи будет направлена на развитие международного сотрудничества, знакомства абхазской молодежи с лучшими практиками российской молодежной политики. Вы должны воспринимать это представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи в качестве вашей площадки, в качестве того многофункционального центра, коворкинг-пространства, который под ваши задачи, начиная от организационных, когда вы можете прийти и поработать над курсовой работой, распечатать материалы необходимые, и заканчивая уже содержательными аспектами, потому что каждый день приезжают различные лекторы, различные эксперты, которые по самым актуальным проблемам и тем вызовам, с которыми сталкивается молодежь в Республике Абхазии и в целом в большом, да, геополитическом пространстве, тоже могут дать определенную пищу для размышления или ответ на интересующий вас вопрос. И вы должны знать, что вот все ваши инициативы, которые предлагаете, а мы сделали такой чат-бот, где ребята прям, да, максимально оперативно могут написать, и мы включаем в линейку проектов, программ, мероприятий, включаем в активности нашего представительства. Это площадка, на которой молодые люди смогут предлагать свои проекты, приумножать творческие таланты, писать курсовые работы, место для идей, встреч, движения вперед. В здании расположились конференц-зал, воркинг-зоны для работы в командах, а еще пространство, где всегда можно обсудить идеи за чашкой кофе. Мы видим
заинтересованную молодежь, которая здесь проводит свои репетиции, готовится к конкурсам. У нас есть компьютерный класс, где они могут посидеть, поработать над своими проектами, что-то распечатать, где-то что-то подкорректировать. Также в лекционном зале они в том числе вместе собираются для обсуждения своих каких-то инициатив. И уже у нас было ряд таких мероприятий, что мы тоже участвовали при проработке плана на декабрь. На базе представительства планируется проведение множества спортивных, культурных и образовательных мероприятий. Молодежь Абхазии ждут лекций по предпринимательству, кибербезопасности, экологии, финансовой грамотности, акций помощи для животных, встречи с блогерами и ведущими экспертами. Еще ближе соприкоснуться со своими сверстниками, пообщаться с людьми, которые имеют такие же интересы, такие же перспективы, амбиции, здоровые амбиции. И эта возможность всецело представлена Сергеем Владимировичем, коллегами, и мы должны воспользоваться этим шансом и сделать так, чтобы молодежь между наших стран взаимодействовала, общалась на благо наших народов. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо, ребята. Ждем вас на фестивале на следующий год в России. Спасибо. В день открытия представительства студенты продемонстрировали как творческие, так и кулинарные способности. Каждый факультет Абхазского госуниверситета подготовил шатер, где представил национальные абхазские блюда и алкогольную продукцию собственного производства. Представляем агрономерный факультет. Расскажите, ребята, что у вас здесь представлено, как вы готовились? Мы готовились очень долго к этому. Это вино наше собственное производство, конкретно этому вину уже 2 года выдержки. Оно готовится из 2 сортов винограда, это Жалеши и Изабелла. Полностью мы не будем вам раскрывать наши секреты, но это высококачественное вино сделано только из винограда, без каких-либо добавок. Все делали своими руками. Мы думаем, что все, что мы приготовили, к чему мы готовились, всем понравится и этого оценят. У меня в руках ачамгур. Я занимаюсь уже 3-й год. Получается, как я поступила на 1-й курс. Здесь мы проходим, как предмет, проходили. И после этого Роза Расимовна Чамагу, благодаря им мы научились играть на ачамгуре, на этом инструменте. У нас национальное блюдо, там есть пастурма, суджух, это наша национальная закуска, наше национальное блюдо жингялов-ац, там идет зелень с хлебом, пахлава, слоеное тесто, голубцы наши национальные, которые мы очень любим. В общем, представляем как праздник Тиносия. В рамках мероприятия Абхазский госуниверситет и дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам. Знаю, что настрой наших ребят на теснейшее взаимодействие с россиянами в первую очередь. То, что делает Россия и сегодня продолжает это очень важно для нас всех. Первый Всемирный фестиваль молодежи прошел в России на федеральной территории Сириус в марте 2024 года, а после его успешного проведения была создана дирекция ВФМ, которая занимается развитием международного молодежного сотрудничества. Теперь представительство появилось и в Абхазии. Гугу Цавардания, Лилиан Маршан, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Команда Абхазии и дирекция Всемирного фестиваля молодежи подписали соглашение о сотрудничестве. Гендиректор ДВФМ Дмитрий Иванов отметил, что готов всячески оказывать содействие партнерам и предоставлять площадку представительства дирекции в республике для проектов команды Абхазии. Поздравляю, Дмитрий Владимирович. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным. Спасибо. У нас других вариантов нет. Готовы вам всячески помогать. И то представительство, которое сегодня
открыли, является в том числе и вашей площадкой, поэтому мы всегда рады, и если вы будете у нас мероприятия проводить, да, и мы со своей стороны готовы информировать абхазскую молодежь, с которой мы работаем, да, о тех проектах, инициативах, которые есть у вас, у вашей команды, и вашей команды, и ОНО команда Абхазии, да, поэтому здесь огромная благодарность, и важно, что вот этот там документ, который мы подписали, то есть это не просто формальное, да, соглашение, а действительно это просто там легитимизация взаимоотношений, которые и так уже есть и набирают оборот. Ну, поэтому мы с большой благодарностью за то, что, как всегда, и помогаете, и включаетесь в процессы. Ну, так что... Спасибо вам спасибо большое за все то, что вы уже делаете для Республики Абхазия. Вне рамок нашего с вами взаимодействия между ОНО командой Абхазии и ДВФМ огромное количество молодежи уже приняло участие в тех проектах, которые реализовываются ДВФМ. Я уверен в том, что тот документ, который мы сейчас подписали, будет наполняться содержательной частью с каждым днем больше и больше. Спасибо вам большое. Спасибо. Бадра Гунбай и Сергей Кириенко посетили историко-мемориальный музей Нестора Лакоба. В настоящее время ведется работа по оснащению музея мебелью и выставочным оборудованием. Я думаю, что материалов и экспонатов, напоминающих о Несторе Аполлоновиче, о его семье, о его политической и государственной деятельности в этом музее будет достаточно, заявил Бадра Гунба. Президент Абхазии и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации осмотрели уже отремонтированные залы музея, пообщались с его сотрудниками. Часть набережной Сухума будет благоустроена при поддержке Республики Башкортостан. В рамках визита в Абхазию премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров побывал на набережной столицы и ознакомился с ходом работ. Подробности в материале пресс-службы правительства. В рамках визита в Абхазию премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров в сопровождении премьер-министра Абхазии Владимира Делба побывал на набережной Сухума. Часть набережной столицы будет благоустроена при поддержке Республики Башкортостан. На встрече в кабинете министров был подписан план мероприятий по расширению сотрудничества между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Башкортостан на 2025-2023 годы. В дорожной карте насчитывается 29 пунктов, в том числе поддержка инфраструктурных проектов, среди которых и благоустройство части набережной Сухума. Воссозданию, скажем так, легендарной набережной Диоскуров, которая здесь, в Сухум, мы одни из тех, кому доверили и поручили, в общем, заниматься ремонтными работами. Мы считаем это, что это как бы и дань нашей дружбе, и большая честь для Башкортостана. Вот в такой, сделать вклад в такое развитие нашего братского народа. И, конечно, понимаем, что набережная является одним из самых притягательных мест как для абхазов, так и, конечно, для гостей Абхазии. Поэтому именно в этом месте мы с удовольствием приложим все усилия для того, чтобы это и своевременно, как Сергей Кириенко сказал, чтобы к летнему сезону она была завершена. И мы, конечно, именно в таком режиме будем работать. Наши строители уже, в общем-то, вышли для того, чтобы эти работы осуществлять. Все идет, в общем, в плановом порядке. Хочу сказать, в целом наши отношения развиваются по нарастающей. Мы видим интенсивность, добавляем каждый раз какие-то дополнительные новые пункты. Очень рассчитываю, полагаю, что все удастся сделать на благо наших народов, на благо укрепления нашего сотрудничества, братских наших связей. Поэтому признателен за то, что вы рядом с нами всегда поддерживаете, очень многое делаете для нас, вы лично, руководитель Башкирии и весь народ. Еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня находитесь рядом с нами и строите вместе с нами, как говорится, путь для развития нашей страны. Абхазия и Башкортостан также будут углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере промышленности и строительства, образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения.
Строительство сквера в новом районе завершено. Церемония открытия началась с возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии. Затем здесь, в оборудованном амфитеатре, состоялся концерт. На территории также появились светомузыкальный фонтан, детские площадки, зоны отдыха и современное освещение. Адиса Сагария расскажет обо всем подробно. Это музыкальный сухой фонтан, детские площадки для любых возрастных групп, детские научные площадки, амфитеатры, зоны для комфортного отдыха. Все это освещение, озеленение находится в новом реконструированном парке в самом сердце нового района. Каждый житель этого района имеет возможность выйти в любую погоду в новый сквер и подышать свежим воздухом. Большой праздник состоялся 1 декабря для жителей нового района Сухума. Здесь в торжественной обстановке открылся новый сквер. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Еще в 2011 году Нижний Новгород и город Сухум начали движение навстречу в рамках соглашения о побратимстве. Более крепко эти отношения завязались в сентябре 2024 года, когда главы Сухума и Нижнего Новгорода подписали соглашение о побратимстве и наметили дорожную карту. В нее включено более 60 мероприятий, которые будут проводиться на площадках столицы Абхазии. Новый благоустроенный парк включает светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки для разных возрастных групп, детскую научную площадку, амфитеатр, зону отдыха с современными малыми архитектурными формами, а также новое наружное освещение и озеленение. Мы уже на сегодняшний день провели ряд мероприятий в социальной сфере, в спортивных состязаниях, по обмену опытом «Хочу стать десантником», обмен опытом образовательных программ, потому что мы подарили VR-оборудование, которое позволяет ученикам школы понять, что такое Нижний Новгород, узнать о достопримечательностях. И также в наших VR-очках тоже есть история о Республике Абхазия и городе Сухум. В начале этого года уже пошел посыл от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в лице Сергея Владимировича Кириенко, первого заместителя администрации президента, высказал предложение субъектам и городам Российской Федерации в рамках побратимских отношений еще больше провести мероприятий и помочь опытом. Для меня это был определенный вызов, когда Юрий Владимирович Шалабаев предложил, что мы своему городу-побратиму, городу Сухум, подарим такой в рамках эко-проекта опыт. И мы выбрали сквер в новом районе, потому что он показался нам именно социально значимым, и у нас именно есть те пространства, которые мы могли бы осуществить здесь. И так родилась идея именно выбрать площадку нового района. Проект реализован автономной некоммерческой организацией Агентства по сохранению и развитию городской среды при поддержке администрации Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта «Пространство дружбы Нижний Новгород-Сухум». Мэр столицы Тимур Агарба и делегация из Нижнего Новгорода прошлись по территории парка и оценили проведенную работу. Все работы, которые были намечены нашими друзьями, коллегами из Нижнего Новгорода, выполнены в полном объеме. Более того, во время проведения работ возникали еще какие-то дополнительные, непредвиденные работы, которые тоже были реализованы в полной мере. Я считаю, сегодня такой праздник не только для жителей нового района, но и для всех жителей Сухума. Еще одна хорошая локация для наших людей появилась у нас в городе. Действительно, подход был тут такой современный, с использованием высококачественных материалов. Благоустройство пришлось по душе горожанам. Много лет территория парка, где расположился новый сквер, была плохо обустроена и почти не использовалась. Благодаря данному проекту осуществлена многолетняя мечта жителей района. Для нас это очень красивое место, очень приятное. И мне очень приятно то, что его благоустроили и сделали намного красивее. Во время открытия нового сквера также были отмечены самые чистые ухоженные дворы в новом районе. Жильцам этих многоэтажек вручили грамоты. Благодарность вручается Самсоне Ирине.
Новое городское пространство было обустроено в самые кратчайшие сроки. Жители района отмечают, что здесь не хватало такого места, точки притяжения, куда можно было бы прийти всей семьей. Нужно отметить, что в благоустройстве нового сквера, а именно по работе в художественной раскраске некоторых объектов, принимали участие юные художники. Мы подготавливались к конкурсу, рисовали на тему Нижний Новгород и Сухум. Я в этой картине рисовала часть Нижнего Новгорода, его храм, и в Сухуме я рисовала набережную. У меня на это ушло 5 дней. Особенно приглянулось новое общественное пространство детям. Мама годовалого малыша пришла сюда в непогоду подышать свежим воздухом и выгулять ребенка в первый раз. Мы все с нетерпением ждали этого дня, мы готовы. Очень интересно, что будет сегодня. Хотим выразить огромную благодарность от всего нового района. Хочу. Большое спасибо. Правда, неожиданно. Мы не думали, что у нас когда-либо будет такой сквер. Мы будем здесь гулять с удовольствием. Парк приглянулся не только молодым мамам, но и студентам, которые после тяжелого учебного дня проводят здесь время отдыха. Тут можно в любое время дня прийти, спокойно погулять, подышать свежим воздухом, подумать о чем-то. В преддверии Нового года, мне кажется, что тут соберется еще больше и детей, и взрослых. Тут еще будут всякие концерты, все тут будут смотреть, и все будет классно. Новый сквер планировали сдать к концу года, но строители постарались и закончили работы досрочно 16 ноября. Сагария Лясамичба, Константин Паруло, Абхазское телевидение. Фестиваль «Абхазский рубеж» прошел в районе станции Киласур в Сухуме. Здесь открыли новую городскую спортивную площадку, профессиональную полосу препятствий, созданную при поддержке правительства Абхазии и российских общественных организаций. Трасса включает более 20 элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. Участников фестиваля приветствовали президент Бадра Гунба и замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко. Спортивные мероприятия «Абхазский рубеж» проходят в Абхазии. Здесь присутствуют 2 полосы. Можно посоревноваться как в команде, так и по одному. Несмотря на погодные условия, каждый участник заряжен на положительные эмоции и хороший результат. Трасса с более 20 элементами, для прохождения которых необходимы навыки ловкости, выносливости и силы. Теперь у всех желающих есть возможность испытать свои силы, а также приобщаться к здоровому образу жизни. Новая спортивная площадка появилась в районе станции Киласур. Создана она при поддержке правительства Абхазии и российских общественных организаций. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили соревнования и пообщались с участниками. Когда началась строиться площадка, все дети и перемену, и все уроки практически, где были в свободное время, находились на площадке. Мы с ними прошли, протестировали, посмотрела, что нужно сильную команду собрать. И сейчас 3 лидеров – это наши школьники. Да, серьезно? Да, с нашей школы 3 лидеров, да, 14-17. Ну, 2 дня готовятся к соревнованиям. Они с момента стройки начали. У нас есть уникальная возможность здесь тренироваться постоянно, поэтому очень благодарны вам за такой проект. Состязание «Абхазский рубеж» проводится впервые в Абхазии. Мероприятие собрало более 200 участников. Им предстояло пройти более 20 препятствий и продемонстрировать ловкость, выносливость и силу. Я решил участвовать, потому что чтобы себя проверить, свои силы проверить. И еще это первый рубеж, то, что здесь у нас в Абхазии сделали. Здесь еще мои товарищи будут соревноваться. Мы как команда будем выступать в конце. Надеюсь, без травм, и всем удачи. В программе также открытые тренировки и показательные выступления. Возможность попробовать свои силы вне зачета. Уникальная полоса препятствий располагает длиной 300 метров. Данный комплекс сертифицирован под мировые стандарты, то есть чемпионаты мира по гонкам с препятствиями. Идея создания гонки с препятствиями «Абхазский рубеж» принадлежит команде Абхазии. Проект реализован при поддержке российских общественных организаций, Народный фронт за Россию и движение «Здоровое Отечество». Проведение такого прекрасного мероприятия родилось в сообществе команды Абхазии. Далее эта идея была предложена, презентована. Наши друзья из Народного фронта ее поддержали. Наши друзья из Фонда Здорового Отечества ее поддержали. Поддержало огромное количество людей из разных спортивных сообществ Российской Федерации и Республики Абхазия.
Я хочу нас всех поздравить с тем, что у нас в Абхазии появится трасса международного уровня фестивалю «Абхазский рубеж» «Быть». Погодные условия усложнили прохождение дистанции, но не остановили участников. Спортсмены 4 возрастных категорий могли попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий. Очередной такой красивый жест со стороны Российской Федерации в сторону братской Абхазии. Мы всегда помогаем нашему братскому народу, и здесь решили подарить Абхазии вот такой замечательный спортивный комплекс, который останется здесь. И, естественно, просто поставить и уехать было бы неправильно, поэтому возникла идея провести прямо вот классный такой большой фестиваль, показать, как это работает. Очень заряженные ребята, они прям мотивированы, подходят, спрашивают, как проходить это препятствие, как это. Видно, что они прям настроены побеждать. Это очень здорово. Если сравнивать с соревновательными трассами, то, во-первых, эта трасса гораздо длиннее, около 230 метров, если я не ошибаюсь. Ну и уровень подготовки требующий тоже. Особенно в таких погодных условиях нужно знать технику, безусловно. Данный проект объединяет спортивные состязания с культурной программой и призван способствовать развитию внутреннего туризма в республике вне пикового сезона. Я уверен, что мы не ограничимся только сегодняшним фестивалем. Да, эта трасса по-настоящему станет такой точкой притяжения для того, чтобы мы с вами здесь как можно чаще собирались, тренировались, проводили время с друзьями, товарищами. А ведь не просто так мы называемся, да, команда Абхазии. Вот, это действительно очень многое заложено в эти слова. Поэтому еще раз вам удачи, победит сильнейший. После завершения фестиваля площадка станет доступна для всех желающих. Аэлита Арутюнян, Алексей Агухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Бадра Гунбай и Сергей Кириенко посетили абхазскую цитрусовую компанию, открытую по абхазо-российской программе льготного кредитования. Предприятие находится в селе Пшап Кулрыбского района и специализируется на заготовке, хранении и переработке цитрусовых. Основной рынок сбыта продукции – Россия. На предприятии создано 70 постоянных и 140 сезонных рабочих мест. В мае 2026 года планируется установка дополнительного итальянского оборудования для переработки цитрусовых и производства сока. В Уфе с большим успехом прошел показ спектакля «Золотое руно» Абхазского драматического театра, который находится в столице Башкортостана с гастролями. Поездка театра осуществляется в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом. «Золотое руно» – это самый масштабный, единственный в своем роде музыкальный спектакль в Абхазии по поэме народного поэта Мушни Ласурия. Премьера этого спектакля состоялась в 2023 году. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Композитор Тимур Агарба специально для этой постановки написал арии, которые артистами исполняются вживую. Балетмейстер Эрик Тыркба, художник по костюмам Стелла Ампар, художник по свету Иларион Пасанья. Уфа и Сухум – города-побратимы. И это не просто слова. Мы сегодня были свидетелями того, насколько сильно любят нас уфимцы. Переполненный зал, восторженные отзывы. Это все, конечно, не может не радовать. Спектакль «Золотое руно» прошел на самом высочайшем уровне. И я хочу поблагодарить Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство культуры Российской Федерации, Росконцерт за такую возможность представить башкирской публике наше искусство. И это значимое событие не только для истории абхазского театра, но и для всей Абхазии, потому как мы представили спектакль, который говорит о нашей истории, о нашей культуре. Особо радует, что зрители, выходя из зала, отмечали красоту звучания нашего абхазского языка. Отдельную благодарность мы хотим выразить работникам Башкирского государственного академического театра, руководству театра за помощь, за тепло. То, что сегодня произошло, это произошло чудо. Потому что у нас, конечно, Башкирия славится своим гостеприимством, и зритель тоже всегда гостям довольно благосклонен, но так, чтобы зритель не отпускал на протяжении 20 минут артистов аплодисментами, стоячими овациями. Это было совершенно здорово. Но самое главное, то, что случилось, это то, что Уфа познакомилась с древней историей прекрасного народа, которого мы все очень любим.
И сейчас будем любить еще сильнее. Гастроли «Русдрама» начались в Москве. С 1 по 4 декабря на сцене Малого театра на Большой Ордынке будут показаны 3 спектакля. Постановка по Искандеру «Пастух Махаз», «Отцы и дети» по Тургеневу и спектакль по роману Маркеса «100 лет одиночества». В театре на Страстном бульваре в один день покажут 2 спектакля по абхазской литературе. Последний из ушедших по произведению Баграта Шинкуба, а также новую постановку «Земляника» по произведению Джумы Ахуба. Стоит отметить, что практически все билеты на спектакли «Русдрама» уже распроданы. И в завершении выпуска о погоде. Во вторник, 2 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, местами возможен туман и изморозь. Температура воздуха ночью 6-11, днем 9-14 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.